Из 7 чудес России башенный комплекс Вовнушки, расположенный на неприступных скалах, притягивает к себе внимание многочисленных туристов со всего мира. Сегодня в их числе и депутаты Госдумы России, многие из которых в Ингушетии хоть и в первый, но далеко не в последний раз. И это неудивительно, ведь легендарные Ингушские горы еще никого не оставляли равнодушным. Члены комитета по энергетике Госдумы во главе с председателем Павлом Завальным и главой Ингушетии не поленились подняться на знаменитый башенный комплекс Вовнушки, высоту которой можно сравнить с семиэтажным домом. Но прежде гостям рассказали, как строились каменные великаны. Вопросов у гостей оказалось немало. Наемный труд используется, нет? Ну, когда башню строили? Да. Ну, слушай, наемные, я говорю, приглашали, так-то чернорабочие все свои были, а специалисты. Значит, все остальное только были именно представители данного трепа. Конечно. Вот эта башня, вот видите, вверху, там не так, как вот та башня, там ее не видно, где вверху там уже застроено. Те башни, они не сигнальные, а боевые, где вот так. А вот такие башни, они и сигнальные, и могли оттуда сверху башни уже навершили, там кидать. О том, что ингушские башни и горы не случайно славятся своим величием, гости убедились сразу же. Этот подъем Наталья Минь сравнила с победой над самой собой. Помощник председателя комитета Госдумы в прошлом профессиональный интервьюер, который даже получила премию ТЭФИ. Где только не бывало, говорит Наталья, но здесь просто дух захватывает. По красоте невероятная и по силе невероятная. И учитывать еще, если вот все, что вокруг, то мощь природы, да, мощь спокойствия и какую-то просто очень такую вдохновляющую, я не знаю, уверенность, да. Для человека, который проводит жизнь в суете и в городе, конечно, эмоции невероятные и очень позитивные. Очень красиво, очень величественно, здорово. Спасибо огромное. Культ камня. Именно так гости называют саму суть строения комплекса. Потому не случайно решили посетить первым один из самых экзотических и ярких памятников страны, восхищающих всех туристов. Неспроста этот замок считается одним из чудес Кавказа. В Ингушетии я давно не был. И действительно там замечательные места. Кстати, просто очень-очень красивые. Не знаю, все довольны, счастливы. Я могу сказать, что я также счастлив, что получилось приехать и что прикоснуться еще раз к замечательной красоте Ингушетии и этих мест, и этих людей. Вовнушки, безусловно, гордость ингушского народа, уникальное наследие предков, приковывающее внимание всех без исключения. Однако заметили гости не только горные красоты республики. Кстати, вот для себя отметил, очень много меда у вас делают. Вот едешь вдоль дороги, везде стоят вот эти, везде мед, везде вот на это ориентируется, видимо, да, республика у вас, я так понимаю, необычно. Следующим гостей встречает древний храм Тхабаерды. Считается, что построили его по приказу царицы Тамары. Об этих и других интересных фактах рассказывают не только экскурсоводы, но и лично Юнусбек Евкуров. Здесь вот при храме справа есть могильник, где захоронены вот эти монахи. Он был монастырь, в общем. Вот эти монахи были захоронены. А в то время в горах вообще везде 8, 10, 12 лет какие-то болезни были. Тиф, холера и все остальное. Болезнь всех выкосила, их похоронили, оставшиеся ушли миссионеры, то есть христианские миссионеры. А язычники, здесь уже многие начинали принимать христианство. Еще одна примечательная черта Тхабаерды: в храме практически нет окон. Впрочем, в стенах толщиной около метра было бы сложно сделать готические витражи. Храм освещается через узкие щеловидные окна. Главная особенность храма — сочетание грузинского и ингушского стилей. Эта церковь вообще просто впечатляет историей. Я просто недавно была в Грузии, есть какие-то связи, параллели, они вот чувствуются очень сильные. Вообще этот ущельный край, пейзажи очень достойны внимания. И вообще, в принципе, республика произвела очень красивое впечатление. Она выглядит, не знаю, как сказать правильно, выглядит добротной, она выглядит успешной в какой-то степени, и она выглядит очень миролюбивой и спокойной и достойной. Вот это такое первое впечатление. Ну и, конечно, красота неописуемая вокруг, поэтому гостеприимство, конечно, тоже выше всяких похвал. Впрочем, это только малая часть того, что еще предстоит увидеть почетным гостям. Впереди еще один день знакомства с республикой. Зелимхан Калоев, Гапурчах, Киев, Новости 24.